Ребята, кто раньше в молодости вот так чистил, стирал ковры, пишите в комментариях, ставьте лайк, подпишитесь на нашем канале. Я дальше пойду ребят снимать. Всем привет! Сейчас мы вам покажем, как в Средней Азии, в Таджикистане стирают, моют ковры. Вот. Стирка ковров — это для детей праздник в общем. Ну, кто жил в советское время в Таджикистане, все помнят, как у нас чистят ковры. Смотрите до конца. Надо сначала намочить ковер. Давай. Здесь сейчас 45 градусов жарим. Это сейчас к вечеру, но не надо, Сабрина, фотоаппарат испортишь. К вечеру уже где-то 40. Вот так стирают ковры. Ну сейчас уже в автомойке или в химчистку сдают. Ну раньше было все так, когда мы были детьми. Давай. Порошок. Сейчас. Берем порошок. Все, стоп. Не мешай. Сабрина, возьми швабру. Не, щетку бери, щеткой проходи. Давай. Папа, теперь надо мочить воду. Пап, воду надо. Лучше керхером, но керхера нету, к сожалению. Придется все ведром и руками. Керхера нету. Наоборот. Давай. Щетку майда. Надо вот так по всему ковру почистить ковер. И ворс поднимется. Мне вот это понравилось, да, еще. Мама, Ворс поднимется, распушится. Ковер возьмет такой свежий вид, как новый. Вот кто помнит, ну это способ чистки советских времен. Кто помнит, что так чисто, ставьте лайк. В детстве мы вот это прям ждали, это как праздник для нас. Без можно ваниша, было, без ничего. Да, можно было лишний раз в ковре купаться, в принципе. Сейчас мало кто это делает, мы специально вот для съемки своего YouTube канала это сделали. Сейчас никто так в принципе уже не делает. Это мы самый старый способ использовали. Не, Оли, не, забей, это потом, самый там. Надо шелк. Вот почти уже чисто. Только пену промыть и все. Что, Искандер, получается у тебя? Искандер, весело ковер помыть? Да, я хочу всегда мыть. Всегда хочешь мыть ковры? Да. Я все детство так делал. Мы детство не очень хотели. Все вот выносили ковры. Ну, хотя он праздник для нас был. Мы выходили, вот лишний раз купаться в водичке. Все мы выходили.
Вот такой у нас праздник. Ковер получится водой, который у нас с речки течет к нам. Чуть выше находится речка. Вот этой водой, это пресная вода, но слегка мутная, это скорее всего дождя. Получится, в принципе, ковер чистый. Каждый год летом все стараются свои ковры почистить. Каждое лето. Зимой возможности нету, холодно. Вот. А летом это праздник для детей раньше было. Сейчас везут в автомойку, и в автомойке керхером 10 минут и ковер чистит. Вот так смывает пену с ковра. А этой шваброй, советской шваброй, если помните, этой шваброй, ну, в принципе, чистят его. Весь процесс чистки. Еще бывает, в некоторых странах его стелят, где очень много, дорогу, где машина проезжает, очень много машин. Вот, машина проезжает своими колесами, он чистит ковры. Это в Иране так практикуют, в Арабии, по-моему, в Саудовской Аравии. И мне не надо, Искандер, камеру испортишь. Вот так можно, маму можно. Так можно все ковры стирать, мыть, только в основу, чтобы клей не был, клеевая основа, чтобы не было. Обычные полосы, вот, ковры, которые машиной работают, шерсть, акрил, полипропилен, хитсет, все это можно так стирать. Если основа клеевая, то, там тафтинг идет, там видно, то его нельзя. Переворачивать основу, ковер, если в основу рисунок видно, значит без клея он идет. Там джутовая основа. А если тафтинг, то серая ткань или белая ткань там будет, бело-серая или серая чистая. А девушки вот всегда заняты были вот ногами так вот милые ковры. И подошва ноги получался пятка. Пятка получался чистым, гладким и без никакого крема. Реально вот милые ковры стирали ковры и ногами вот протирали. Вот так. И нога получался пятки получались такой гладкие, без никакого крема. И ногти ровные, чистые. И никакой педикюр не надо было, да, в то время. Кто в советское время вот так стирал свои ковры, ставим лайк, подпишитесь на наш канал. На нашем канале в основном было про продажи, ковры, новинки. Тут показали, как стираем ковры в Средней Азии. Город Таджикистан. Ой, Республика Таджикистан, город Канибадан. Искандер, лайк покажи. Ну что, прикольно ковры стирать? Лучший помощник в этом деле швабра. Вот 30 лет назад было так, и сейчас. Я вот помню ребенком, все было так. Сейчас только придумали химчистку для ковров и автомойку стирают. Редко очень бывает в деревнях вот так стирают ковры. Вот мы сегодня специально, чтобы снять видео кадр, вот вынесли ковер, чтобы почистить. В принципе, все чистое, только осталось его собрать и повесить, занести. Вот так основу переворачивают. Один воду брызгает, другой должен вот пену, чтобы полностью вынести из ковра, вывести из ковра. Вот так, Ахмадер, мы всю детство так стирали ковры. Раз. Второй этап. Давай.
Ковер маленький, не тяжелый, а то бы я помог бы, а то скажешь, что мужчина снимает, да женщина чистит. Ковер он маленький, легкий, размер 2 на 3, 6 квадратов. Ахмадер, в детстве мы постоянно так делали. Последний этап, можно сказать. Последний штрих. Вот еще. Опытная соседка все показывает. Да, она нам подсказывает, мы уже подзабыли все. В Москве, конечно, у нас нет такой возможности на дворе ковер стирать. Мы сдаем в химчистку, чистят, привозят уже как новое. Все, оказывается, все, ковер чистый. Учитесь, если у вас в деревне будет возможность чистить так. Ребята, кто раньше в молодости вот так чистил, стирал ковры, пишите в комментариях, ставьте лайк, подпишитесь на нашем канале. Я дальше пойду ребят снимать. Вот он, радость для детей, когда стирают ковры. Родители разрешают им полностью откупаться. Вода холодная? Да. Раз, два, три, давай. Ну как? Прикольно? Давай. Ложись, ложись. Ложись, Искандер, ложись. Вот так варики купаются. Вот такая интересная у ребят чистка ковров. Да. Привет. Интересно? Очень холодная вода. Очень холодная вода?